интересы нашего Казахстана. Вот тогда, почему эти депутаты, которые сегодня ныне хотят нас заткнуть, почему они не выходили? Почему не боялись? Потому что не хватает только на наш народ в сторону этого Кремля, этого Путлера, фашиста 21 века. Духу не хватило. У них хватает только силы на наш народ. Но вы видели, январские события показали, что наш народ, воинственный казахский народ, достойный уважения. В 1986 году наши декабристы вышли против Советской империи. Это показало всему миру, что мы можем требовать свои законные права. Не надо злить народ. И сегодня, то, что сегодня пытается, снова очередная их неграмотная политика, которая может подтолкнуть протестное настроение в Казахстане. Я против этого. Хватит проливать казахскую кровь. Выходите, если вам не нравится, уезжайте из Казахстана. Там принимайте законы такие. Противозаконные. Есть Конституция, где каждое право человека выражает свое мнение, свобода слова, свобода печати, свобода выражения. Они продиктованы 30 лет. Сегодня пытаются нас заткнуть. Мы против вот таких каналов, как 24 Россия, Первый канал, ОРТ. Мы те, которые разжигают межнациональную рознь, которые призывают к войне. Почему вы не запрещаете им? Почему вы запрещаете простым гражданам выражать свое мнение? Поэтому, уважаемые друзья, это сегодня наша акция, она направлена на защиту своих законных интересов. Хотел бы дать слово нашим молодым ребятам. Согласно законам нашей страны, запрещено разжигать межнациональную рознь. Но именно это происходит в эфирах госпропаганды РФ. Там с утра до ночи просто ненависть в сторону украинского народа, в сторону всех малых республик. И я призываю заблокировать их. Если хотите защитить детей, защитить их таким образом. Сегодня блокировать пропаганду – это защищать детей. Тех детей, которые гибнут в Харькове, Мариуполе, Чернигове, Киеве, по всей Украине. Диктатуры убивают людей на свободной земле. Не допустим, чтобы диктатура убивала наших людей. Нет войне! 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 Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Анияр. Я учусь на первом курсе в Назарбаев университете по специальности компьютер-сайенс или программирование. Я хочу рассказать про социальные сети и то, как это напрямую повлияло на мою жизнь, потому что в 17 лет в Инстаграме я увидела рекламу одного международного конкурса, акселератора по искусственному интеллекту, и благодаря вот этой вот рекламе я смогла на него зарегистрироваться, и там мы в Лондоне заняли первое место. Сейчас моему братишке 12 лет. В прошлом месяце он также через рекламу в Инстаграме нашел школу, которая учит детей 3D-моделированию. Я хочу сказать то, что в попытках украсть у людей свободу слова, эти люди, блокируя Инстаграм и другие социальные сети, также украдут у детей возможности развиваться. Развиваться возможно с помощью возможностей, которых нет в Казахстане, но они зато могут увидеть то, что какой-то конкурс или какая-то программа есть за границей, то, что туда можно подать, там можно бесплатно участвовать. Я хочу сказать то, что новые люди, молодежь в Казахстане, мы осмелимся думать, мы осмелимся читать, мы осмелимся делиться своими мнениями вне зависимости от того, заблокирует нам что-то или нет. Мы новые люди, у нас все равно все получится, мы будем строить новый Казахстан. И вот, Алга Казахстан! Можно еще одно слово? В общем, речь, наши мнения, они бесплатные, они свободные.
Но цензура, она будет стоить нам всем бизнесам, которые рекламируются в Инстаграме, всем ученикам, которые получают какие-то знания, участвуют в хакатонах и так далее. И также обычному человеку, который хочет делиться своей жизнью со своими друзьями. Всем спасибо. Теперь вы. Друзья, здравствуйте. Вы меня не увидите, потому что я сижу на коляске, но я буду говорить громко. Меня зовут Арая Эрдабаева. Многие меня знают как основателя Арбат Астана. Сейчас я не хожу, после ковида у меня осложнения. Что я хочу сказать? В Астане появился Арбат благодаря социальным сетям. Потому что я бегала за Акимом, тогда еще и Секешевым, и рассказывала ему, как мы все творческие люди хотим творческую площадку. И благодаря Фейсбуку и Инстаграм у нас появилась творческая площадка. Сейчас, как инвалид первой группы, я хочу вам рассказать. Я за всю зиму, начиная с октября, в первый раз вот так вот вышла. Почему? Потому что это, опять же, недоступная среда. Мы говорим о доступном Казахстане, его нету ни для кого. И я постоянно веду эфиры и показываю, что инвалиды нигде не могут ни проехать, ни заехать. Да? То есть, вот смотрите, сколько времени я сидела дома, сегодня вышла. Всю зиму, пока я сидела дома, благодаря интернету я заказывала продукты домой. Приходил ко мне курьер, который приносил, я выбирала в интернете себе продукты. А сейчас, если отключат интернет, нет, Кульгинову хорошо, я не буду больше писать, Кульгинов уходи, ты плохой Аким. Поэтому, он заблокирует это, и как я буду писать? Понятное дело, что, я хочу сказать, господин Кульгинов, я же буду приходить возле Акимата стоять. И там уже буду говорить, если я раньше бегала и выбивала творческую площадку, я сейчас буду еще что-нибудь плохое говорить. Поэтому, пожалуйста, давайте не злить народ, подумайте о социально незащищенных слоях населения, которым интернет необходим. Если я сейчас пишу о том, что нет индивидуальных помощников, нету доступного интернета, и даже сейчас, при всей доступности интернета, инвалиды не могут выйти в соцсети, друзья, потому что в пригородах, где-то там еще, в регионах нет нормального интернета. Поэтому, пожалуйста, давайте не будем делать антинародные, принимать антинародные законы. У меня все. Спасибо всем, что вы все пришли сегодня. Я так рада, столько друзей увидела. Всего доброго нам всем. Спасибо вам. Последний спикер. Нет. Я Мушкенова Гуляш Матаевна, 58 лет мне. Я инвалид второй группы. Долго решала сюда зайти, маленько разволновалась. Мы неоднократно выходим на митинг. Но нас никто не слышит. Я сижу в Фейсбуке, сижу в Инстаграме, сижу в Телеграме. И где-то комментарий чуть-чуть напишешь, не так, не ровно. Все, значит, блок стоит. Особенно Фейсбук. Я против, чтобы нас блокировали, чтобы интернет у нас убирали. Сейчас мы подали 6 человек на пикет. Выходим к министерству 4 числа. Кто хочет поддержать? Я против войны, против Путина. И также против Токаева. Подаем санкцию на Токаева, на Кульгинова, на Шапкенова, потому что инвалидам нет внимания. Никто не выходит, никто не слышит нас. Дұрыс. Құрметті келушілер, оразаларыңыз құтты болсын. Біз 4 апрель күнге уведомление бергенбіз митингіге. Қайта береміз, постоянно Астана қалалық акимат қайтарып тастай береді, разрешение бермей жатыр. Сонда да соған қарамай 4 апрель күні митингке шығамыз, өйткені бізді дискриминация жасап жатыр. Министерствоның алдына шығамыз. Дискриминация жасап жатыр. Инвалидтердің құқығы жоқ. Ешқандай 55 мың теңгемен күн көріп жатыр инвалидтер қазіргі таңда. Сол парламент, бүкіл парламент 55 мың теңгеге айлыққа өмір сүрсін, 1 миллион, 2 миллион алады. Және де қазір балаларды жиі қылып интернетті жаппақшы. Егер балалардың қамын ойлайтын болса, онда балаларға неше түрлі қазір жаман ойындар бар, соларды алып тастасын, интернетті жаппасын. Сол менің айтатыным.
Нет кубков. На этом Митинг наша вторая часть заканчивается. И сейчас будет конкурс плакатов. Я приглашаю сюда наших коорганизаторов Айгерим Шазеева, Равката и Алтынай. Мы выберем 4 плаката, а потом из 4 вы с помощью голосования выберете 2 самых интересных. Сейчас давайте поближе, может быть, станете, потому что тут плохо видно. Так, я точно знаю, что я выберу. Лучше заблокируйте Первый канал. Я не знаю, чей это плакат, но я его увидела. Шотан, да? Вот. Подойди, пожалуйста, к сцене. Очень классные плакаты, тяжело выбрать. Я выберу Google, свободный интернет, данный материал заблокирован на территории Казахстана. Айдос Сырым сказал, что уйдет из соцсетей за бутылку Джек Дэниелс. Могу отправить ему 2 бутылки Макалны, если он идет из парламента. Это понравилось мне. Подойдите сюда, пожалуйста. Да. Сильная власть не боится критики. Давайте лозунг сделаем. Сильная власть не боится критики. 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 Супер. Теперь я попрошу каждый плакат выйти сюда по одному и все аплодируем, насколько вам нравится плакат.